В каких условиях работают российские депутаты? Заглянуть в их кабинеты и побывать в коридорах власти смогли студенты Чувашского госуниверситета. Будущие юристы, экономисты и управленцы съездили на экскурсию в Государственную Думу. Быт и работу высшего законодательного органа страны вместе с ними изучил и наш корреспондент Виктор Вавилкин. Экскурсия начинается не с парадного входа, а со служебного. Именно сюда подъезжают по утрам бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев или, например, экс-глава Чебоксар Леонид Черкесов. При входе депутатов и гостей встречает «Красава». Такое прозвище дали мячу, символу предстоящего чемпионата по футболу. Он ведет отсчет до начала состязаний. Идя по коридорам, можно наткнуться на шкафы, столы и прочую мебель. Объясняется это тем, что в нынешнем созыве Госдумы много новых депутатов, и некоторые начинают законотворческую деятельность с ремонта своих кабинетов. Рабочие места народных избранников студентов удивили. Было такое представление, что Госдума выглядит немного иначе, то есть какие-то шикарные кабинеты большие. Но оказалось, что кабинеты все миниатюрные, аккуратные. Так, например, выглядит кабинет Алены Аршиновой. Депутат делит его с двумя помощниками. Леонид Черкесов в своем кабинете уют пока не наводил. Парламентарий делится, хочет повесить картину с изображением Чебоксар, но пока нет времени. Конечно же, первое время, первые месяцы работы это трудно. Я думаю, что мы привыкнем, а работа интересная. Конечно же, вникать надо в все проблемы, вникать надо в программы. Очень много программ, в которых хочется, чтобы Чувашская республика, город Чебоксар участвовала. У парадного входа посетителя встречает выставка, посвященная истории Государственной Думы. Здесь можно увидеть как первые документы, принятые парламентариями больше 100 лет назад, так и познакомиться с работой нынешних депутатов. Показано, да, рабочее место депутата. Вот это его удостоверение. На рабочем месте депутат должен ставить сначала карточку, прежде чем голосовать. То есть и все знают, что депутат присутствует на своем рабочем месте. Соответственно, микрофон и таймер, показывающий, сколько времени ты говоришь в микрофон. Потому что регламентировано выступление депутата очень жестко. Кстати, у парадного входа легко можно встретить известных журналистов. Дело в том, что неподалеку располагается пресс-центр, откуда представители СМИ следят за работой парламентариев. Эту лестницу облюбовали для прямых включений телевизионщики. Помимо прочего, студентам сегодня повезло наблюдать за тем, как принимается главный законопроект страны – бюджет. Многие из них позже признались. Это было самое яркое впечатление от сегодняшней экскурсии. По телевизору пленарные заседания, они кажутся не такими интересными, как вживую. Когда ты смотришь вживую, слушаешь речь внимательно, ты задумаешься, ведь ты причастен тоже к государству и к вопросам, которые там решаются. Поэтому сейчас то, что я сегодня увидел, произвело огромное впечатление. Кстати, пропускать заседания для депутатов отныне роскошь. За прогул лишают 6-й части зарплаты. Поэтому встреч с парламентариями у студентов на этот раз мало. Хотя Алена Аршинова сумела выкроить время, чтобы подробно рассказать о работе Государственной Думы. Заинтересовала, конечно, меня профессия депутата Государственной Думы. Думаю, что эта профессия не только интересная, но, конечно же, очень сложная, потому что это большая ответственность перед народом. Это было такое, скажем, первое знакомство, наверное. Я думаю, что это не последний раз. И, конечно, я рассчитываю на то, что впоследствии у меня будет возможность опереться на молодых, перспективных, думающих людей. Наши двери всегда открыты и в общественной приемной для практики, и в Государственной Думе. У меня уже было достаточно много ребят, которые здесь месяцами проходили со мной практику, уже были трудоустроены в ведомствах федерального уровня, поэтому все в руках студенчества. Кстати, участниками этой поездки стали не только студенты, но и представители молодежного парламента при Чебоксарском горсобрании. Молодые политики говорят, для них эта экскурсия оказалась хорошим опытом. Можно жить и без праздников, но с праздниками веселее. То есть данная поездка в Государственную Думу – это в такой светлый дворец законотворчества, законодателей, да. То есть он непосредственно подталкивает на работу, дает какой-то толчок в инициативах, дает некую ответственность. В свою очередь Алена Аршинова уверяет, еще немало школьников и студентов Чувашии смогут побывать в Государственной Думе. Виктор Вавилкин, Владимир Синдеев, Вести Чувашия из Москвы.